Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор большое количество заболевших, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются третьей волны. Вирусологи многих стран мира считают, что потенциал для новой волны пандемии COVID-19 есть, но насколько она опасна. Руководитель Сухумской инфекционной больницы Аста Мургуния пояснил, что за последние 2 недели увеличилось и число заболевших, и обращающихся в медучреждения. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится 30 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 8 в тяжелом состоянии, 4 в реанимации. Больные быстро стали тяжелеть. То есть, по всей видимости, вирус как-то трансформировался, похоже. И вот на 6-7 сутки больные тяжелеют. И в Европе, и в других странах, вот в близлежащих, опять идет как бы увеличение количества больных. Ну и у нас люди расслабились очень сильно, в масках никто не ходит, дистанцию никто не соблюдает. Я, конечно, понимаю, что не получится совсем все это ужесточить и как бы, как говорится, локдаун, но хотя бы ходить в масках, я думаю, можно было бы еще. Аста Мургуния сам перенес коронавирусную инфекцию и приступил к своим обязанностям совсем недавно. Несмотря на то, что в красной зоне и сегодня немало работы, он все же согласился ответить на наши вопросы. По его словам, в тяжелом состоянии поступают и пожилые, и молодые люди. Одному из пациентов 27 лет. Уже сегодня его состояние оценивается как средней степени тяжести. Ну, чаще всего попадают с высокой температурой, с лихорадкой и с одышкой. Одышка – самый первый симптом вот, утяжеления больного. Особых проблем нет у нас, и с кислородом все в порядке, с энергообеспечением, с электричеством все хорошо, и с медикаментами никаких проблем нет на сегодняшний день. Можно представить себе волны на море, также и число зараженных. Оно то растет, то вновь понижается. Как ни странно, единого научного определения этому нет. Многие считают, что это неровности только первой волны. Такая волнообразная ситуация наблюдается в некоторых странах мира. И в Абхазии есть такая тенденция. Как такового резкого ухудшения эпидситуации сейчас нет. Однако число заразившихся нестабильно. Эпидемиологическая ситуация в нашей республике стала лучше, чем была. Конечно, намного в сравнении с другими прошедшими месяцами, потому что ранее мы выявляли в день больше 100 пациентов. Сейчас на данный момент максимальное количество в неделю, это вот за воскресенье, это было 45 человек. Однако мы отмечаем тенденцию раз в неделю на уровне такого относительного благополучия, когда выявляется там 6 или 12 пациентов в день, у нас все равно раз в неделю отмечается пик заболеваемости, это в пределах так, 45, 40, ну, минимум 30. Поэтому это более-менее стабильная ситуация, но контролируемая, потому что нагрузка на наши госпитали стала меньше. Но если мы расслабимся, то будет третья волна, как говорится, у нас вообще прошло все в одну волну, но тем не менее то, что происходит в других странах, которые более обеспечены и медицинскими персоналом, и медикаментами, то есть даже у них есть там карантины заново объявляют, поэтому нам нужно предохранить и не дать развиться третьей волне. Как отмечают специалисты, открытие учебных заведений не сильно влияет на повышение числа заболевших. Причина в другом. Люди расслабились и не соблюдают элементарные меры предосторожности. Мы постоянно ведем контроль за этими учреждениями. Довольно-таки тщательно исполняются все наши требования. Мало того, те классы или группы, в которых были выявлены больные дети или сотрудники, немедленно принимаются меры реагирования, на изоляцию отправляются и так далее. То есть 2 садика у нас закрыты были по причине заболеваемости, но опять-таки не детей, а персонала. Наиболее часто заболевают взрослые. Почему? Потому что люди не хотят себя ограничивать в посещении каких-то мероприятий, дней рождения, каких-то траурных мероприятий. Да. Люди начали активное общение. После того, как открылись предприятия общественного питания, люди начали их активно посещать. И это приводит к тому, что мы видим. Мало того, вот в масках я последнее время не вижу никого. И когда захожу в магазин в маске, то на меня смотрят, странно, да? Все считают, что все уже закончилось. Нет,
Еще ничего не закончилось. И, к сожалению, если население будет проявлять вот такие непонимание того, что нужно все-таки соблюдать противоэпидемические мероприятия, мы можем подойти к курортному сезону, который наша страна, как всегда, ждет с большим нетерпением, с высокими цифрами заболеваемости. Туристический сезон в Абхазии по традиции начнется в мае, но уже сейчас фиксируется высокий интерес на отдых в нашей стране. Абхазия планирует принять не менее 1 миллиона туристов из России в этом году. Не повлияет ли большой поток туристов на эпидситуацию в стране? Контроль на границе нам, как показала практика, большого эффекта он не имеет, потому что сделать быстро ПЦР-исследование невозможно. Человек, даже вот он со справкой едет, он мог уже заразиться по пути. И он, приезжая сюда, заболевает. Но прошлым летом, прошлый курортный сезон, у нас не было большого количества больных отдыхающих. Кроме того, в России уже пошла массовая вакцинация. То есть люди будут приезжать уже либо вакцинированные, либо переболевшие. То есть с этой стороны оно не так нам важно. Еще почему? С отдыхающими мы, как правило, не обнимаемся, не целуемся вместе, не кушаем, не пьем. Да? У нас более опасны как раз наши массовые мероприятия, где все друг друга знают, все друг друга обнимают, все друг с другом находятся на расстоянии менее 1,5 метров. И вот там и происходит основное заражение. Одними ограничительными мерами победить COVID-19 невозможно. Нужна вакцинация. Чтобы говорить о коллективном иммунитете, необходимо набрать 60-70% вакцинированных и лиц, которые уже переболели и имеют антитела. Только тогда можно будет говорить о снятии всех ограничительных мер. Что касается населения, к сожалению, очень многие у нас отрицательно относятся к вакцинации в принципе. Даже детей вакцинируют крайне неохотно. И точно так же многие относятся и к вакцинации против коронавирусной инфекции. Хотя, как показывает практика, вакцинация является эффективным достаточно методом при условии, во-первых, вот если вакцинация будет спутником ВИ, то между первой и второй дозой вакцины нужно соблюдать повышенные меры безопасности. Люди почему-то считают, что если он получил первую дозу, все, он может идти куда угодно, вести себя как угодно, но нет. До получения второй дозы, фактически там получается 1,5 месяца соблюдения очень аккуратного режима по контактам с возможно инфицированными. Но зато в дальнейшем уже вырабатывается хороший иммунный ответ, и потом человек, да, действительно может маску не носить и так далее. Гибралтар – первая страна, которая полностью провакцинировала взрослое население. И Гибралтар отменил маски. Во всех остальных странах мира, включая и нас, масочный режим пока не отменен. Как известно, в Абхазии действуют карантинные меры. В частности, спортивные секции в залах не функционируют до сих пор. Однако заниматься на открытом воздухе не запрещается. Алла Беляева пояснила, насколько это необходимо. Что происходит в маленьких залах? В основном беспокоятся те, у которых дети занимались силовыми какими-то видами спорта. Да, традиционно это у нас борьба, это у нас единоборство, но... Во-первых, происходит перемешивание детей из разных школ. То, чего мы пытаемся избежать даже в одной школе, чтобы ребенок контактировал только со своим классом, это в идеале, максимум с парой соседних, которые находятся там в соседних помещениях. Здесь же мы получим разнос. Мало того, если классы находятся на изоляции, но ребенок здоров, мама вполне может его отправить на занятия. Хотя ребенок в этот момент может находиться в инкубационном периоде. Это первое. Второе. Помещения таких секций, как правило, небольшие. Проветривание осуществляется довольно-таки неважно. И мало того, напольное покрытие представляет из себя либо маты, либо ковролин, который очень тяжело поддается обработке. В связи с этим между тренировками двух разных групп провести качественную влажную уборку этого зала не получится. Вот никак не получится.
Как такового очага заболеваемости в одном районе или отдельно взятом городе не наблюдается. Идет равномерное распределение, говорят врачи. Мы всегда анализируем количество пациентов из того или иного района Абхазии. Что касается Сухуми, здесь наиболее скученность населения больше, поэтому всегда выявляемо здесь больше. Или пациенты из деревень приезжают в Сухуми, жалуются там на подъем температуры, на какое-то недомогание, и здесь же врачом направляются на дообследование в сухумские больницы или в сухумские пункты забора мазков. ПЦР мазков. Поэтому тут может быть какой-то диссонанс, но по последним данным, вот мы говорили с главврачом бак-лаборатории, анализировали ситуацию, то есть это равномерное распределение количества пациентов по республике. В правительстве Абхазии под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба состоялось совещание, на котором обсуждались меры социальной поддержки медиков, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Подчеркивалась и необходимость соблюдения ограничительных мер. Ограничительные меры, на то они ограничительные, что не дают возможность отдельные действия осуществлять так, как это было раньше. Масочный режим, мягко говоря, перестает соблюдаться. Это очень важный аспект, на который обратили прежде всего медицинские работники. Откровенно хочу сказать, что именно этот вопрос будет актуальным стоять на повестке штаба. Несоблюдение требований, рекомендаций, норм санитарно-эпидемиологических, возможно, повлечет за собой сохранение либо изменение мер. Поэтому я бы хотел, чтобы еще раз мы вспомнили о том, что все-таки ограничительные меры, они не приняты ради того, чтобы они были прописаны в документах, их надо, несомненно, соблюдать. Призывы соблюдать меры предосторожности, беречь себя и близких остаются актуальными и сегодня, несмотря на снижение числа выявленных случаев заболевания COVID-19. Ведь именно от этого во многом зависит улучшение ситуации в стране. Сария Кварацхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение.